Хорошо, давайте начнем. Сейчас вы много узнаете о Библии. Глава 2, стих 21. Когда ему было 8 дней, ему сделали обрезание. Посмотрите. Богу делают обрезание? Богу делают обрезание? Вы видите эти насмешки, да? Это было в 80-х годах. И он играет перед толпой мусульман. Богу делает обрезание. Смотрите дальше. Ангел назвал Иисуса именем, когда он был в утробе матери. Он был в утробе своей матери. Иисус. Иисус. Как он оттуда выбрался? Так же, как и мы с тобой. Кто? Бог? И я спрашиваю, если бы вы были медсестрой, вы можете представить эту ситуацию. Если бы 2000 лет назад вы были медсестрой в конюшне и помогали Марии принимать роды, можете ли вы хотя бы на мгновение подумать, что это маленькое беспомощное создание, окруженное всей этой грязью, ваш Бог, ваш Иегова, ваш Аллах? Видите, он играет на публику. Я собираюсь разобрать его здесь. И вы многому научитесь. Астагфирулла. Итак, я собираюсь показать вам кое-что из Священного Писания. Я верю, что Бог навлек на него свой суд. Смотрите, я собираюсь вам кое-что показать. То, что говорится в Библии, хорошо? Я покажу вам кое-что. Итак, смотрите. Вы увидите, что Бог сделал с этим человеком. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Понимаете? Когда разгорается его гнев, никто не может остановить его. Евреям 10, 30, 31. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Хорошо, запомните это. Теперь откроем Галатам 6, 7, 8. Не обманывайтесь, Бог поругая не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Теперь я покажу вам, что случилось с Ахмедом Дидатом. В 1996 году, Ахмад Дидат был поражен. Я полагаю, что это был инсульт. С 1996 по 2005 год он был прикован к постели. Он превратился в овощ. Он не мог говорить. Он не мог двигать руками. Он не мог двигать ногами. Он мог только мигать глазами. Им приходилось произносить слова, и он мигал. С 1996 по 2005 год. Позвольте мне показать вам, что сделал Господь. Вот он, это Ахмед Дидат. Видите это? Это он. Вы видите? Над Богом нельзя смеяться. Видите? С 1996 по 2005 год. Это сила живого Христа, Господа Иисуса. Почти 10 лет Бог позволял ему страдать, как овощу в постели. Он не мог говорить, не мог двигаться, сидел неподвижно. Такова его вера. Вы видите это? Я собираюсь открыть вам маленький секрет. Давайте перейдем по ссылке answeringislam.info. Я дам вам ссылку. Ахмед Дидат здесь. Посмотрите, что произошло. Знаете ли вы, что прямо перед тем, как он слег, у нас есть документ, подтверждающий этот факт. Группа христианских проповедников из Южной Африки отправила ему письма и предупреждения в местные газеты. «Дидат, ты перешел черту. Ты насмехаешься над Богом. Бог накажет тебя». И это все задокументировано. Зайдите сюда, хорошо? Предварительная информация об инсульте, параличе и смерти Дидата. Обратите внимание, у нас есть документальное подтверждение. Помните, он был поражен в 1995 году. Личное письмо к Дидату, ноябрь 1993 года. Открытое письмо к Дидату, 1994 год. Предупреждение. Христианские миссионеры предупреждают тебя. Ты перешел черту, ты хулишь Духа Святого. Бог накажет тебя. Как подтверждение того, что это был Божий суд, вот здесь. Видите? Личное письмо и открытое письмо. Да, у нас есть документ. Они не могут сказать, что мы лжем. Вы понимаете, насколько реален наш Бог? Наш Бог жив. Он всемогущ. Иисус жив. Он всемогущ. Пройдите и прочтите это. Ноябрь 1993 года. Перед инсультом христианские священники предупреждают его. Ты хулишь Господа, Бог придет с судом на тебя. Это с 1996 по 2005 год. Вот оно. Открытое письмо Ахмеду Дидату. На протяжении многих лет ты пропагандировал свою веру, в основном нападая на другие религии. О, вам не следует говорить, что это Божий суд. Вы не знаете. Да нет, я знаю. Знаете, почему я знаю? Потому что служители предупредили его об этом.
Ты высмеял тот факт, что Библия содержит указания, как есть, срать и пить мочу, цитируются его слова. И они предупреждают его. Бог ясно дал это понять, приказав своим служителям предупредить его в письме, чтобы это было задокументировано прямо здесь. И посмотрите на всех пасторов, которые подписали это. Смотрите, вот, пастор Сэм, я покажу, давайте я увеличу это. По причинам, изложенным выше, с молитвой и смирением, мы сейчас запрещаем тебе во имя Господа Иисуса Христа. Мы запрещаем тебе. Они молятся о Божьем суде над ним. Вот оно, народ. Не вешайте мне лапшу на уши. Бог наш реален, Он всемогущий и терпеливый Бог, но Он может восстать против вас. Посмотрите на всех этих пасторов. Этот запрет вызван не какой-то враждебностью, а нашим страхом Божьим и нашей христианской любовью к тебе. Поскольку твои нападки на Библию стали достоянием общественности, нам больно, что этот запрет также должен быть обнародован. Ты знаешь, что ты не можешь так говорить? Что значит «я не должен»? Вот письмо. Какая дата? Открытое письмо, август 94 года. 13 августа в Дурбане вышла главная газета Южной Африки. Daily News, 6-я страница. Они купили рекламу, они обнародовали это в качестве свидетельства. Бог накажет его, потому что наш Бог реален. Как вы думаете, почему Бог это сделал? Он приказал им опубликовать это в газетах для всеобщего обозрения, чтобы никто не сомневался, что они будут наблюдать, как Бог поступит с ним. То есть все узнают, что я, Господь Иисус, жив, а Мухаммед мертв у моих ног, понимаете? Есть еще один чудесный знак того, что Господь нас Иисус жив. Он заставил молчать самого популярного мусульманского спорщика и затолкал его в глотки мусульман. Хорошо? Но Иисус любит тебя, ты не должен быть таким, Сэм. Я не вижу в тебе Иисуса. Что случилось с Набилем Куреши? А что случилось с Набилем Куреши? Христиане умирают. Тут другой контекст, потому что здесь его публично предупредили и вручили письмо. И этот публичный запрет был опубликован в Дурбанской газете, в его родном городе, так, чтобы он мог прочитать это на 6-й странице. И что же произошло потом, в 96-м году? Бам! Господь заставил его замолчать. Вы потрясены? С 1996 по 2005 год. Хотите еще кое-что услышать? Хотите что-то услышать? Я собираюсь шокировать вас сейчас. Я хочу немного углубиться. Ребят, вы не возражаете, верно? В этой дискуссии участвовал человек по имени Ахмед Томпсон. Он призывал к мубахилле, когда Аллах проклинает лжецов. Мубахилла — это покажет вам, насколько порочен Мухаммед. Мухаммед призвал на христиан из Наджрана проклятие Аллаха на тех, кто лжет. Вот этот стих, Мубахилла. Здесь Мухаммед сказал христианам следующее. Глава 3, стих 61. «Тому, кто станет припираться с тобой относительно Него, то есть Иисуса, после того, что к тебе явилось и знание, скажи». Теперь смотрите, что Бог Мухаммеда, который является сатаной, Он велит Мухаммеду сказать это. «Давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов». И тогда Аллах проклянет лжецов. А теперь посмотрите. Согласно мусульманской традиции, Мухаммед привел Али, Фатиму, Хасана и Хусейна и призвал проклятие Аллаха. Христиане отказались и ушли. Ребята, вы хотите увидеть чувство юмора Бога? Ребята, вы меня слушаете? Пожалуйста, если вы послушаете, то будете поражены. Что сделал Бог? Проклятие, наложенное Мухаммедом. Это был он, Али, его двоюродный брат и зять, который был женат на его дочери Фатиме, и их двое сыновей, Хасан и Хусейн. Вы знаете, что произошло согласно мусульманским источникам, как суннитским, так и шиитским? Мухаммеда отравила еврейка, и он умер от отравления этой еврейки. И он умер в страшных муках. Он даже сказал, что у меня такое чувство, будто мне перерезали аорту. Он умер проклятой смертью. Фатима умерла 6 месяцев спустя. Фатима была беременна. Умар пришел в дом, выбил дверь и ранил Фатиму. Она потеряла ребенка и сожгла свой дом дотла. Позже она умерла. Но подождите. Али ибн Абу Талиб был убит и умер сам. Хусейн, его внук, убит в Кербеле. Хасан, другой внук, был отравлен своей женой. Убит. Каждый из них умер жестокой позорной смертью. Почему? Что сделал Иисус? О, правда? Иисус, который всемогущий, а не Аллах. Он говорит: так ты хочешь проклясть моих служителей? Что ж, тогда я возьму это проклятие, и я нанесу тебе такой смертельный удар, и унижу тебя,
и проклятие падет на твою голову. Понятно? Теперь, как это связано с Ахмедом Дидатом? В ходе дебатов Ахмед Томсон призвал проклятие Аллаха. Что ж, угадайте, что произошло. Вы видели, что случилось с Ахмедом Дидатом, верно? Угадайте, что также случилось с его сыном Юсуфом. И это все есть в сети, вы можете зайти в Google. Юсуф Дидат, сын Ахмеда Дидата. Он был убит выстрелом в голову возле здания суда. В него стреляли, он был застрелен и был убит. Его сын был убит выстрелом в голову, он был убит, умер. Вот зайдем в Google, Юсуф Дидат, убийство. Исламский ученый Юсуф Дидат был застрелен 9 месяцев назад у здания суда по семейным делам в Веруламе. Семья известного исламского ученого из Дурбана Юсуфа Дидата, который был застрелен у здания суда в Веруламе, в январе все еще ждет, когда его убийца будет привлечен к ответственности. Аль-Джазира, сын известного мусульманского проповедника, застреленного в Южной Африке. Видите? Честно, расскажите мне свои реакции, потому что я не знаю, как еще. Вы потрясены? Южноафриканский активист и сын умершего известного мусульманского проповедника борется за свою жизнь в больнице после того, как в среду был застрелен у здания суда в прибрежном городе Дурбан. Он скончался. Полковник полиции Тембе Камбели сообщил, что 65-летний Юсуф Дидат, сын шейха Ахмеда Дидата, был убит выстрелом в голову, когда вместе со своей женой направлялся в суд по семейным делам Верулама на окраине Дурбана. Он умер. Серьезно, ребята, вы потрясены? Насколько славен и величественен наш Господь Иисус. И все же мусульмане не могут этого понять и думают, что им сойдет с рук пролитие христианской крови, издевательство над христианами или богохульство над нашим Господом. Это страшно, не так ли? Но это и славно, потому что Иисус наш Господь жив.